Сколько же много аятов в книге Всевышнего про достоинство, великий статус этой книги. А кто выучит эту книгу наизусть, удостоится великого блага, обретет точную инструкцию в этой жизни. Поистине, этот Коран указывает на самый правильный путь, превосходная степень. Не просто правильный, а самый правильный путь. И возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что ему готована великая награда. О, если бы мы знали и прочувствовали, насколько велико положение того, кто искусно, не просто читает, а искусно читает, красиво читает Коран. При том, что тому, кто испытывает сложности при чтении Корана, полагается двойная награда. Дорогие братья, дорогие сестры, сколько же много аятов в книге Всевышнего про достоинство, великий статус этой книги. Узнает, прочувствует их тот, кто прочтет эту книгу от корки до корки. Так Всевышний Аллах говорит в своей книге: «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим». Аллаху наззаля ахсаналь хадис. Аллах ниспослал наилучшее повествование. Китабан муташабихан мафани. Писания, аяты которого сходны и повторяются. Такша'ирру минху джулуду аллазина яхшауна раббахум. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит дрожь. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ويضلل الله فما له من هاد. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха. Это верное руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем того, кого пожелает, а кого Аллах ведет в заблуждение, тому не будет наставника. А кто выучит эту книгу наизусть, удостоится великого блага, обретет точную инструкцию в этой жизни, на все случаи жизни, как для души, так и для тела. Как говорит об этом опять же сам Всевышний: «Инна хазаль Кур'ан». Поистине этот Коран яхди лиллати хия аквам, указывает на самый правильный путь, превосходная степень. Не просто правильный, а самый правильный путь. И возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что ему готована великая награда. Дорогие братья и сестры, сколько же много аятов про достоинство чтения книги Всевышнего. Узнает и прочувствует их тот, кто окунется в изучение сунны пророка, да благословит его Аллах, и приветствует. Так, например, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ан Аби Умама, сами'ту Расул Аллах, якуль, икра'у л-Кур'ан, фа иннаху я'ти яума л-Кияма шафи'ан ли асхабихи». Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах, сказал: читайте Коран, потому что в день воскресения он придет. Он придет и будет заступаться за своих. И далее пророк в этом же хадисе говорит: читайте две сияющие суры, Аль-Бакара и Аль-Имран, потому что в день воскресения они явятся словно два облака, или как два навеса, или как две стаи птиц, выстроившихся рядами, и будут защищать тех, кто читал эти суры. Читайте суру Аль-Бакара, продолжение хадиса, потому что в ней благодать и изобилие, а без нее печаль и досада, и колдунам баталя
не справиться с ней. В хадисе говорится, придет Коран. Как придет? В комментариях указывается о том, что Корану будет придана определенная форма, и люди смогут увидеть его подобно тому, как будет придана форма добрым и дурным делам, после чего их положат на весы и станут взвешивать. Чтение Корана, кираатуль Кур'ан, дорогие братья и сестры, это постоянная, текущая милостиня, бьющий ключом источник вознаграждения. Для каждого от мала до велика. Об этом передается также от Абдуллаха ибн Мас'уда. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله, тот, кто прочел хотя бы одну букву из книги Аллаха, فله به حسنة, то ему за это полагается награда. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا, но это не все. Это бьющий источник награды. Но одна награда на самом деле, умножайте ее сразу на 10. بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَلَا أَقُولُ, и пророк говорит, я не говорю алиф лям мим харф, потому что слово харф в арабском языке может по-разному пониматься. То есть, например, алиф лям мим, они же слитно пишутся, да, начинается. Некоторые суры так. Нет, пророк подчеркивает, говорит, алиф харф. Алиф это буква. То есть это не слово имеется в виду, потому что по словам харф может иметься в виду слово. А отдельная, каждая буква. Лям харф, лям буква. Мим харф. И мим буква. И это, братья, при том, что тому, кто испытывает сложности при чтении Корана, полагается двойная награда, как это передается в хадисе от Аиши. وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنُ وَيَتَتَعْتَعْ, а тот, кто читает Коран и испытывает сложности, ну, имеется в виду, обучается, стремится обучаться. Не имеется в виду те, кто постоянно остается на своем уровне и так и не обучился чтению Корана. И те, кто пытается, обучается, но у него не получается. Или он еще не обучился, испытывает сложности, ваху алейхи шак, и ему сложно. Лаху аджран, то ему две награды. Муттафакун алейх, приводится в Бухари Муслима. О, если мы, дорогие братья и сестры, знали и прочувствовали, насколько велик статус, многие из нас за статус борются, читающего книгу Всевышнего. Об этом сказано в Коране так: «Валлазина юмассакуна бил китаби ва акаму ссала, инна ла нуди'у аджра аль-муслихин». Если кто придерживается Писания и совершает намаз, то ведь мы не теряем вознаграждение тех, кто наводит порядок. А посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Юкалу ли сахибил Кур'ани икра». Будет сказано обладателю Корана: читай, вартаки, и поднимайся, вараттиль, и читай на распев красиво, кама кунта тураттиль фид дуня, имеется в виду в судный день, когда день воскрешения. Подобно тому, как ты читал красиво на распев фид дуня, в этой жизни, в ближайшей жизни. Фа инна манзилака инда ахири аятин такрауха. Ведь поистине твоя степень будет у последнего аята, на котором ты остановился, который ты прочитал. Дорогие братья и сестры, о, если бы мы знали про положение того, кто не просто читает Коран, потому что можно просто читать, но не жить им, а еще и живет им. В этом контексте Всевышний говорит так: «Амман хуа канитун ана аллейли саджидан ва каиман яхдару ал-ахира ва ярджу рахмата раббихи. Куль халь ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун.
иннама ятазаккару улюл альбаб. Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующим? Скажи, неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают? Воистину поминают назидание только обладающий разумом. А пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Аль-му'мину аллази якра'у ал-Кур'ан ва я'малу бихи каль-утруджа». Верующий, который читает Коран и действует, живет им, подобен сладкому лимону. Утруджа – сладкий лимон. Что имеется в виду? Обладающему приятным запахом и вкусом, говорит пророк. А верующий, который не читает Коран, но действует в соответствии с ним, ну что, такие верующие тоже могут быть на самом деле, подобен финику. Пророк сравнивает его с фиником. Не обладающему запахом, но сладкому на вкус. И это не все. У нас есть еще и другие категории. И дай Аллах, чтобы мы не оказались в них. Лицемер, который читает Коран, подобен базилику, обладающему приятным запахом, но горькому на вкус. И это еще не все. И упасет на вас и от этой категории. А лицемер, который Коран не читает, подобен хамбала, колоквинту. Есть такое растение. Не обладающему запахом и горькому или отвратительному на вкус. Муррун ау хабис, как говорится в хадисе. Дорогие братья и сестры, о, если бы мы знали и прочувствовали, насколько велико положение того, кто искусно, не просто читает, а искусно читает, красиво читает Коран. Об этом пророк, мир ему, сказал так: «Аль-махиру бил-Кур'ани», тот, кто искусен в Коране, «Ма'ас-сафара аль-кирам аль-барара», окажется, имеется в виду день воскрешения там, «Ма'ас-сафара», то есть с посланцами Аллаха, то есть с ангелами, аль-кирам аль-барара, «Валлади якра аль-Кур'ан», и так далее, мы это уже привели. Дорогие братья и сестры, о, если бы мы знали и прочувствовали, насколько велико достоинство тех, кто изучает Коран и обучает ему. Те, кто изучает Коран и обучает ему, они имеют особенный статус. Раббаньюн, как об этом говорится в контексте книги Всевышнего. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. Если Аллах даровал человеку Писание, власть, знание или умение принимать решения, это комментарий к этому слову, и пророчество, то ему не подобает говорить людям: будьте рабами мне, а не Аллах. Напротив, будьте духовными. То есть вывод: те, кто изучают книгу, они должны быть духовными. Они обязаны быть духовными. Раббаньюн, наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его. И об этом посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал так: хайрукум, лучший из вас, ман тааллама аль-Кур'ана ва аллама. Лучший из вас тот, кто изучает Коран и обучает ему. Дорогие братья, о, если бы мы знали, насколько почитаемо для Всевышнего собрание верующих, которые собрались для того, чтобы изучать его книгу. Есть очень прекрасный хадис, прекраснейшие слова посланника Аллаха, мир ему, в которых он говорит: того, кто избавит верующего от одной из печалей мира сего, Аллах избавит от одной из печалей дня воскресения. Тому, кто облегчит положение несостоятельного должника, Аллах облегчит положение его и в мире в этом, и в мире вечном. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире в этом, и в мире вечном. Аллах будет помогать своему рабу до тех пор, пока сам он помогает своему рабу по вере.
И тому, кто отправляется, и здесь ваше внимание особое, и тому, кто отправляется в путь ради получения знаний, Аллах облегчит за это путь в рай. А когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они вместе читают и изучают книгу Аллаха, обязательно не сходит на них спокойствие. И окружают их ангелы, и поминает их Аллах среди тех, кто у него. Поистине в день Джума, дорогие братья, есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбы молящихся. И я прошу Всевышнего, чтобы мы застали этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восславляем, восхваляем. Лишь Его молим о помощи, прощении. Лишь Его мы любим, на Него уповаем. Того, кого Аллах наставит на истинный путь, никто уже не собьет с этого пути. А кого Аллах введет в заблуждение, уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме лишь одного единственного Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. Дорогие братья, как-то я оказался в пути с одним оджа. И он дал мне такое общее назидание, наставление. И я поделюсь с ним. Он назвал ее формула 3К. По-турецки. По-крымско-татарски 3К. Каф, кафамыз, Ка, карнымыз, и Ка, кальбымыз. То есть 3 сосуда у человека, которые начинаются с буквы Ка или К. Голова, сердце и желудок. Очень важно, чтобы эти 3 сосуда были наполнены благим, чистым. А самый важный сосуд, дорогие братья, естественно, это же сердце. Потому что есть в теле человека кусочек плоти, если он будет благим, праведным, то и будет праведно все тело. Это длинное наставление, оно достойно того, чтобы это было отдельной вообще хутбой. Дорогие братья, важно, чтобы этот сосуд, наш сосуд, особенно сосуд наших детей, сегодня и здесь, не завтра, послезавтра, не где-то там-то, а здесь, был наполнен чем? Ахсан аль-хадис. Аллаху наззаля ахсан. Прекрасной речью. Речью Творца. Наипрекраснейшей речью. И тогда и мысли, и чаяния будут прекрасными. И здесь будет халяль, не будет харам. И ноги, и руки будут идти по халяльному пути, к халялю, не к хараму. Дорогие братья, мы живем в 21 век. Век потребления и гонки за комфортной жизнью. Всем нам хочется более комфортного жилья, более комфортного транспорта, более лучшей одежды. В этом нет укора. Но мы иногда, я в первую очередь имею в виду самого себя, не осознаем, что мы оказываемся вот реально в этой гонке, в этом тренде. И зачастую испытываем зависть друг к другу. Неосознанно, ведь душа и шайтан не дремлет. А хотя ведь посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Ла хасада илля фитнатейн». Нет зависти, кроме как в 2. Зависть может быть в 2. В чем же, о посланник Аллаха? «Раджулун атаху Аллаху хадаль китаб». Это человеку, которому Аллах даровал эту книгу. Какую книгу? Книгу, про которую мы говорим. Книгу Всевышнего. «Факама бихи ана аллейли ва ана аннахар». И он денно и ночно стоит с ней, отстаивает ее, читает, выстаивает. «Мураджулун». И второй случай, второй кейс. «Вараджулун атаху Аллаху малян».
И мужчина, человек, которому Аллах даровал имущество, фатасаддака бихи, и он пожертвовал его. Ана аллейли ва анна нахар. И он жертвовал это имущество ночно и денно. Муттафакун алей. Эль-Бухари и Муслим. Дорогие братья, Коран дестурно, это наша конституция. И как говорили наши праведные предшественники, не обретет величия, успеха умма наша сегодня, не иначе, как тем, как оно обрело величие, успех в те времена, при пророке, в первое поколение. А чем же оно обрело величие, успех? В первую очередь, Кораном. И пусть Всевышний сделает нас, всех нас, каждого из нас, частичкой, большой, малой, деталью в достижении, в воплощении в жизнь этой Конституции, в достижении этого успеха и этого величия здесь и сейчас, не завтра и послезавтра.